ребята? Хорошо, ребята. Так, ребята, какое у вас настроение? Ваше настроение я предлагаю показать, которые лежат у вас на столе при помощи фишек. Розовый цвет – это отличное настроение, зеленый цвет – хорошее настроение, желтый цвет – это так себе настроение. Ну-ка показываем. Ну-ка показываем, какое у вас настроение? Так, на прошлом уроке какую тему мы прошли, ребята? Маме надо помогать. Было домашнее задание разыграть диалог по ролям, да? Приготовились? При помощи метода микрофон я сейчас буду спрашивать домашнее задание. Так, кто готов? Остальные вы можете поднять этот микрофон. Так, начали. Кто готов к уроку? Кто ответит? Так, кто когда собака? Микрофон говоришь, когда я вижу. Так, молодцы. Домашнее задание было диалог девочка и нет, да? Так. Здравствуй, Алма. Привет, Майя. Почему все зовут тебя и нет? Меня так зовут, потому что я ведь дядя. Алма, ты помогаешь маме. Нет, мне все время играть в честно. Надо помогать маме. Так, молодцы, ребята. И нет, девочка очень ленивая. Ленивая девочка. Со второй группы кто пойдет отвечать? Так, они сейчас разыграют по ролям. Диалог «Маме надо помогать». Непослушная девочка и нет всегда отказывается от работы. Так, значит. Здравствуйте, девочки. Давайте поиграем. Что-то у вас не видать и нет, да? А где и нет? А где и нет пропала? Алмашка, где пропала Алма? Ау, Алмаша, где ты? Девушки, привет. Давайте. Подождите, я тоже буду играть. Вот непослушные девочки играют. Не учили занятия, не готовились к домашнему работу, и выходит мама. Алмашка, сбегаем в магазин за хлебом. Нет, я буду играть. Ой. Опять девочки продолжают играть. Мама злая, опять вышла и спрашивает. Алма, учи уроки, пора заниматься. Нет, мама, мне некогда. Ой, моя непослушная. Вот, девочки, итог к чему привело? Алма не учила уроки. Садитесь хорошо. Вот эти пословицы вы должны на доске как правильно повесить. Так, о чем говорит наша сегодняшняя тема? Так, вторая группа тоже. Так, правильно. Терпение и труд все перетрут, да? Разные пословицы о труде. Труд красит человека, без труда не вынешь рыбу из пруда. Итак, наша сегодняшняя тема – труд украшает человека. Цель сегодняшнего урока – научить определять текст повествования, научить слушать и понимать текст, определять его основные части, использовать речи, слова, действия, писать словарные слова с помощью орфографического словаря. Ваша сегодняшняя цель – учиться хорошо, показать их на доске. Играть не как говорит. Пойдем
поиграем. У меня много работы, отвечает садик. Подумаешь, работа. Отец просит, все сделай. Играть же веселее. И садик сам ест и друга угощает. Халил наелся и говорит, вот съем все, и ничего не останется. Останется, ответил садик. Папа сказал, земля щедро платит тем, кто труд на игру не меняет. Герои. Кто главный герой? Кейіпкерлер кім? Халил, Садык, отец. Кто? Отец. Халил, Садык, отец. Правильно, ребята. Енді бұл жерде выделенные слова нет, только мәтінді қараңдаршы кітапты. Выделенные слова – это слова действия, іс-әрекеттер сөздер, осы іс-әрекет сөздеріне біз қандай сұрақ қоямыз? Какие вопросы можно ставить к этим словам? Подумайте, ойланамыз. Өзі қарамай көрсетіліп тұр сендерге. Помогал, побегает деген неше түрлі сөздер тұр, іс-әрекет сөздер. Соған қандай сұрақ қоямыз? Раяна. Что делает? Побегает. Что делает? Побегает, правильно. Дальше. Динара. Что делает? Поиграем. Что делаем? Поиграем, правильно. Так. Вот. Что делает? Поспели. Что делали? Что сделали? Постели. Дальше. Что делает? Наелся. Ага, хорошо. Что делал? Наелся. Дальше. Раяна. Что делает? Говорит. Хорошо, правильно. Теперь, ребята, обратите внимание. Произносить правильно. Грядки. 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 Пишется грядки, говорится грядки. Тетрадка. 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 Ничего. 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 Сделай. 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 Түсінікті ма? Айтылған кезде. Ничего. Қалай айтамыз? Жазылған кезде ничего. Айтылған кезде ничего болып естіледі. Осыны есте сақтаймыз. Неден тұрады? 3 бөлімнен тұрады. Басы, начало, основная часть, середина и концовка заключения. И повествование, в котором рассказывается о ком или о чем-то. К нему можно поставить общий вопрос, что произошло. В тексте повествования выделяются 3 части. Начало, основная часть и заключение. Сейчас мы поработаем над текстом «Маленький садовод». Находим, где начало, где середина, где концовка. Так, для этого постройте физминутку. Ветер дует на лицо, закачало деревцо. Ветерок, тише, тише, деревцо, все выше. Пиха шутма? Хорошо, садись. Тема топ перейти. Можно сказать. Она вторая поставить себе. Вторая группа. Так, жоқ. Тек атаның сөзі. Мына жерде
Серік не жауап берді, артына фломастермен жазамыз. Синоти зачем косил? Буду да, зачем носил? Поливал, Поливал, зачем ты грядки и зачем писал тетрадки? Тетрадки, правильно. Дальше. Ага. Это все моя работа. Если все ленивые станут, что тогда мы будем есть? Все. Теперь следующее задание. Трехязычие, словарная работа. Я приготовила текст по сегодняшнему тексту. Будет делать шаг к будущему. 5 шагов. У кого правильные ответы? Творение и радость. Правильно. Дальше. Как труд может изменить человека? помогает быть красивым? Помогать быть красивым. Хорошо. Второй шаг. Да. В каком случае человек видит результат своего труда? Когда работает. Когда работает. Правильно. Третий шаг. Четвертый вопрос. Какое слово не связано с трудом? Игра. Игра. Правильно. Что значит слово трудолюбивый? Человек, который много и Усердно трудиться. Пятый шаг. Молодец. Брганов достиг своей цели. Победитель сегодняшнего. Так, с первой группой. Дальше. Чудо-дерево. Теперь на этой чудо-дереве вы должны повесить, сколько вы яблок собрали. Сколько яблок собрали. Он помогает нам расти, достичь своей цели. Домашняя работа. Прочитаете рассказ «Маленький садовод». Ребята, урок окончен. Спасибо за внимание.